Садыр Нургажоевич, прежде всего поздравляю вас с убедительной победой. Больше 80%. Это, конечно, такой колоссальный кредит доверия. И первый вопрос, ожидали ли сами такого результата и с чем связываете его? По результатам предварительных опросов журналистов, они давали оценку, что я получу примерно 65 до 70%. Я, честно говоря, не ожидал, но получил 84%. Вам достается непростое наследство. Это и экономические проблемы, и политический кризис, который был после октябрьских событий, и внешний долг существенный. Вот с чего начнете? Для того, чтобы поднять экономику страны, сначала надо уничтожить коррупцию. Мы должны бороться с коррупцией. Это первые результаты дали уже. Приведу пример один. Если сравнить с маем месяцем, июнь-май, поступили от таможенных сборов, от импорта в 2 раза больше. Если в мае поступили в бюджет 1,5 миллиарда сомов, в ноябре поступили 3 миллиарда 700 миллионов сомов. Это даже больше 2 раза. Это во-первых. Во-вторых, для того, чтобы поднять экономику, мы должны использовать свои внутренние ресурсы. Природные ресурсы мы сами должны разрабатывать. На сегодняшний день я сделал ревизию. Почти 95%, 96% месторождений разрабатывается частными компаниями, частными людьми. Нет доли государства, ни 1% у многих. Поэтому в дальнейшем, когда будем разрабатывать свои природные ресурсы, мы 100% государство будет разрабатывать. Вот тогда и мы поднимем экономику. Президентскую форму управления, за которую на референдуме проголосовали больше 80% избирателей, часто ваши оппоненты сравнивают с диктаторским режимом. Как вы сами объясняете, почему Кыргызстан меняет парламентскую форму управления на президентскую? Почему народ проголосовал больше 80% за президентское управление, я объясню почему. Потому что в течение 30 лет до сегодняшнего дня за внешнюю, внутреннюю политику, за стабильность, за экономическую ситуацию никто не отвечал. Ни президент, ни парламент, ни правительство. А народ это видел, это понял народ наконец-то, что за страну кто-то должен ответить, один человек, понимаете? Поэтому народ проголосовал за президентское управление. Вы не раз подчеркивали, что Россия – это стратегический партнер для Киргизии, и русский язык здесь государственный. Как изменятся отношения с Россией? Россия для нас, для Кыргызстана, не просто стратегический партнер и союзник. Он с Россией нас связывает очень давняя история. Если я не ошибаюсь, если память не подводит, мы к Российской империи присоединились еще 1850-е годы. С этого времени мы вместе жили с Россией. В течение 70 лет до распада Советского Союза мы жили в одном доме. Этот дом назывался СССР, как вы знаете. После распада Советского Союза мы с Россией стали союзниками, близкими партнерами. У нас с ними отношения как у братьев. Поэтому очень высокие, очень дипломатические отношения, высокие отношения имеются с Россией. Мы это будем продолжать. Без России это все кыргызстанцы знают, что нам будет очень тяжело. Почему? Потому что в экономическом плане, в геополитическом плане Россия наш главный союзник и партнер. Русский язык был официальным, имел официальный статус и дальше будет иметь официальный статус. Тем не менее, в Кыргызстане активно участвуют и такие страны, как США, Евросоюз, Китай, которые рядом находятся. Получится ли дружить со всеми одновременно? Китай и Америка, они мировые державы. До сегодняшнего дня у нас с ними были партнерские отношения. Мы имеем дипломатические отношения с ними и будем продолжать эти отношения. Не только с Россией, не только с Китаем и с Америкой. Мы со всеми государствами будем сотрудничать.
Выборы показали, что явно кто-то хотел вмешаться. Некоторые из кандидатов в президенты чуть ли не напрямую работают на западные, так называемые, неправительственные организации. Вот вас, как уже действующего президента, это не беспокоит? Мы люди разные. Кто-то имеет прямую связь с Россией, кто-то имеет там Западом, Америкой и другими странами. У нас демократическая страна. Многие попытались, чтобы очернить меня, там, снять с предвыборной гонки, но у них не получилось. Мы их позиции тоже будем уважать. Почему? Потому что они люди. У нас демократическая страна. Мы всех должны уважать. 3 революции или 2, кто по-разному считает, за 30 лет. И многие, те, кто шел на выборы, с кем мы разговаривали, связывали с вашим именем перемены к лучшему. Гигантский кредит доверия оказал вам кыргызстанский народ. И как сами эту ответственность на себя ощущаете? Это очень ответственный момент. Почему? Потому что вот 84% проголосовали люди. Это очень большая ответственность. Скажу честно, даже по ночам сон не приходит, по ночам не спится даже. Вчера, например, после оглашения результатов выборов всю ночь не спалось. Думал о судьбе народа, о судьбе государства, в экономическом плане. Не могу не задать вопрос. Парламентские выборы скоро, а часто очень они связаны с акциями протестов и митингов. Вот как сами оцениваете, спокойно будет в ближайшее время в Кыргызстане? Не будет повторения того, что было в октябре и там, предыдущие годы? Народ устал от разных волнений. Народ выбрал свой выбор. Определились. Поэтому в ближайшее время никаких там митингов не должно быть. Почему? Потому что меньшинство должен уважать мнение большинства. А большинство уже сделал свой выбор. Поэтому в ближайшее время будет принята новая конституция. В соответствии с новой конституцией будут приняты новые законы. Потом будет парламентский выбор. Это примерно до 1 июня мы должны закончить политические процессы. Потому что уже мы приняли закон в прошлом году, чтобы закончить все политические процессы до 1 июня. Без никаких митингов, без никаких недовольств. Почему? Потому что, почему я уверенно говорю вам, что не должно быть митинги? Вы сами были свидетелями, что президентский выбор прошли очень прозрачно и честно. Вы это заметили, наверное. И мы собираемся, парламентские выборы тоже, чтобы прошли честно и по закону. Без никаких административных давлений или без подкупов. Мы этому можем обеспечить. А когда ты используешь административные ресурсы или там организовываешь подкупы, вот тогда начнется недовольство и народное волнение. Мы это 3 раза увидели. За 30 лет совершили весь народ 3 раза революцию. А в дальнейшем мы не должны допустить этого. Поэтому я обещаю провести честные, прозрачные, чистые выборы. Спасибо вам за интервью.